Тува – один из первых регионов России, учредивший День Отца. С 2012 года он отмечается в третью субботу ноября. Эта дата тесно связана с созданием в республике Совета мужчин, который был учрежден по итогам первого мужского форума. Примерно за месяц до Дня Отца проводились массовые состязания, чествование лучших семей, разнообразные конкурсы. Главная цель проводимых мероприятий остается неизменной вот уже 10 лет. Настоящий мужчина ответственен за все – за благополучие семьи, будущее детей, за процветание родного края и защиту Отечества. В прошлом году в Екатеринбурге на совещании Совета мужчин Российской Федерации, где принимали самые активные деятели, мужчины, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, видные спортсмены. В выступающем докладе председатель Совета мужчин Российской Федерации Хочанов отметил о том, что есть самые такие передовые организации, три организации в нашем мужском сообществе Российской Федерации. Это Совет мужчин Алтайского края, Совет мужчин Амурской области и Совет мужчин Республики Тува. Он назвал нас троих, и мы в течение многих лет в различных конкурсах Совет мужчин занимали видные первые места. 4 октября президент Владимир Путин издал указ об учреждении в России Дня Отца. В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День Отца и отмечать его в 3-е воскресенье октября, говорится в документе. Есть закон о верховенстве законов или указов или других нормативных актов Российской Федерации. Мы должны подчиняться и сделать единый день. Это будет единый день 17 октября, это 3-е воскресенье. Дата, число может меняться, но мы будем подчиняться к этой дате. И в ноябре этот день мужского отмечаться больше не будет. То есть получается у нас октябрь отцовский, а ноябрь материнский. Ну, да, так будет получаться, значит, в октябре будем отмечать, значит, мужской день, а в ноябре, значит, как было у нас день наших уважаемых женщин. Планируется, что с учетом антиковидных ограничений мероприятия ко Дню Отца в Туве пройдут 15 октября в режиме видеоконференц-связи. К участию приглашены главы образцовых семей из Кажунов, которые в онлайн-формате поделятся своим жизненным опытом. Мадар Сандан, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксарен, Тува 24.